156 лет тому назад, в этот день, день памяти святых апостолов, первоверховных апостолов Петра и Павла, в городе Пружаны был установлен закладной камень на строительство будущего храма. Заложил этот камень епископ Брестский Игнатий Железовский в 1864 году. Так как к этому моменту в Пружанах был один храм в честь Рождества Христова, но этот храм был ветхим, деревянным. И вот решили строить новый каменный храм, собор, центральный храм города. В 1864 году заложили камень, 2 года строился храм. Практически строительство превратилось в всенародную стройку, так как участвовали в нем не только жители города Пружан, но и жители Пружанского уезда. Кто-то давал лошадей, кто-то лично участвовал, кто-то давал материальные какие-то средства, но основная сумма, конечно, была выделена Святейшим Синодом. И вот за 2 года в центре города был возведен этот собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Освящение собора планировалось в сентябре, 6 сентября, но так получилось, что к этому моменту, когда привозили иконостас храма, иконостас был изготовлен мастерами Петербурга, по дороге случился дождь, и иконостас затек, и некоторая краска, позолота повредилась. Поэтому освящение перенесли, и совершилось освящение уже через месяц, когда все было восстановлено, в октябре 1866 года. И с тех времен храм никогда не закрывался. То есть уже 1,5 столетия храм действует, в нем совершается богослужение. Первым настоятелем этого храма был священник Андрей Червяковский. Вторым настоятелем стал отец Николай Жукович, интереснейшая личность. Этот священник прослужил в Пружанах более 50 лет. Как его рукоположили в молодые годы, так вплоть до смерти в 1906 году. Он прослужил в Пружанах и, в частности, в этом храме. Вначале просто священником, а затем и настоятелем, и благочинным Пружанского уезда. В его семья была многочисленная, в его семье родился и воспитывался Платон Жукович, будущий профессор Петербургской духовной академии, историк, доктор церковной истории. Воспитывался, и практически все детство прошло Платона Николаевича Жуковича в Пружанах. Еще хочется сказать, что храм строился по проекту архитектора Михайловского. Притом строительство было в некоторой мере необычное. В основном храм бывает или круглой формы, или квадратной, в виде корабля или креста. В центре находится всегда купол центральный, а алтарь отделен иконостасом и отдельно. В нашем храме уникальность заключается в том, что центральный главный купол находится в алтаре. За эти 1,5 столетия, конечно, прошло много событий, как во внешнеполитической жизни нашего народа, нашей страны, так и мировых событий. Это и Первая мировая война, которая прокатилась, и в том числе и Пружаны находились под зоной, затем развал Российской империи, революция, гражданская война, польский период, Вторая Речь Посполитая, межвоенный период, затем 1939 год, воссоединение Западной и Восточной Белоруссии, Великая Отечественная война, и после Великой Отечественной войны дальнейший период существования. Так за эти все периоды храм существовал, в нем совершались богослужения. И, конечно же, прошло много событий,
и интересных событий, вот, и в жизни самого храма. Вот хотелось бы остановиться на некоторых интересных событиях, которые были в жизни нашего храма. 1920-е годы. Настоятелем в этом храме была личность легендарная, протоиерей Алексей Русецкий с 1923 по 1925 год. По большому счету, немного лет прослужил этот священник. Но чем он интересен? Он интересен тем, что это был священник, который во время Первой мировой войны был военным священником, то есть на фронтах Первой мировой войны исполнял обязанности полкового священника, а затем в период гражданской войны он был в далеком Омске, в Сибирь, и там включился в борьбу с большевиками и стал главным священником армии Колчака. Должность очень высокая. Это главный священник, священник, которого под властью находили все полковые священники, церковнослужители. В общей сложности у него 2000 было подчиненного духовенства церковнослужителей. Когда белое движение армии Колчака было разгромлено, сам Александр Васильевич Колчак был расстрелян большевиками, Алексей Русецкий с остатками армии, духовенства вначале переехал в Китай, а затем в Европу. Из Европы он прибыл сюда, на Полесская епархия, и здесь получил место настоятеля Александра Невского собора и благочинным стал. И вот с именем этого священника интересен следующий факт. 30 декабря по старому стилю, по новому стилю это 12 января 1923 года в деревне Городняны обновилась икона Божьей Матери в доме у местного жителя Павла Бунася. Иверская икона Божьей Матери. Каким образом? Что значит обновилась? Любая икона, конечно, подвержена каким-то атмосферным воздействиям. Эта икона простая, в рамке, застекленной, обрамлена была фольгой. И вот эта металлическая фольга с течением времени потемнела, практически стала черной. Окисление произошло. Медная фольга окислилась. А вот 30 декабря, когда находился и сам хозяин, его жена, какие-то гости были у него дома, они заметили вначале какой-то шум, а затем стали видеть, как буквально у них на глазах постепенно сам оклад иконы начинает светлеть. То есть свидетелей было больше 1000 человек. Конечно же, у видевших это явление людей наступил некоторый трепет, как такое происходило все как бы само собой. Когда стало известно духовенству, и в частности отцу Алексею Русецкому, он назначил комиссию для исследования этого явления. Затем он по итогам исследования комиссию подписали несколько человек. В комиссию входили несколько человек, был составлен протокол этого явления, этого исследования. И эти документы сохранились до нашего времени. Так вот, уникально, что в числе свидетелей, в числе тех, которые опрашивали, проводили дознания, значился и псаломщик этого храма Григорий Романович Ширма. Больше 10 человек дали свои показания. Кто с самого начала видел, кто потом пришел, соседей, потому что позвали соседей и так далее. Отец Алексей доложил епископу Александру Иноземцеву, епископ Полесский Пинский, и епископ благословил Красный Кулеша. Вот он вел себя как-то странно. Его называли красным, потому что и в прямом, и в переносном смысле. Вот. Он как-то симпатизировал этим идеям, наверное, коммунистическим. А так, в повседневной жизни, по рассказам старожилов, кстати, еще жив тот человек, который помнит об этом. Ему уже исполнилось 100 лет. Лихоцкий Иван Николаевич, который все это
отчетливо помнит. Вот он рассказывал об этом красном кулеше, который носил красные шаровары, вот заставил маму, он был не женат, заставил маму носить красную юбку, покрасил оглобли и дугу для повозки в красный цвет. И вот однажды, это было поздней осенью, в воскресный день вечером, когда храм был открыт, он приходил несколько раз в храм. Он храм не посещал, но вот несколько раз он приходил в храм, все чего-то осматривал внимательно. И вот однажды, в воскресный день, поздно вечером, когда в храме было пару человек, этот Владимир зашел в храм, достал топор спрятанный, и этим топором выбил икону. Вот именно вот эту икону чудотворную, которая обновилась. Икона отлетела на солью и упала вот с той стороны, как-то вот выбил, она улетела туда. И там, на полу, он ее рубил на несколько частей. Он ее разрубил на несколько частей мелких. Практически, можно сказать, уничтожил эту икону. Вот. Рассказываю это, потому что архивные материалы сохранились. Священником тогда в храме был Федор Дмитриюк. И вот отец Федор описывает это все событие. Описывает события. Мы обнаружили эти архивные материалы гораздо позже. А в начале, когда я стал настоятелем и проводили ремонт, я все задавался вопросом, почему на солее, вот в том месте, если отвернуть ковры и посмотреть, там зарубины на полу до сих пор, несмотря на то, что прошло практически 90 лет после этого события. И, соответственно, за 90 лет пол красили множество раз. Но эта краска не смогла сгладить вот эти зарубины. Они до сих пор, эти шрамы, сохранились на полу. И вот там, в том месте, он ее рубил. На несколько частей. Разрубил полностью топором. Затем бросился на иконостас. Бросился на иконостас. На икону, опять же, Божьей Матери. И ее здесь нанес этим топором несколько ран. И вот до сих пор, затем, конечно, было все восстановлено, отреставрировано, наложены какие-то заплатки. И вот по этим заплаткам, по этим местам восстановления, мы можем представить картину, что происходило. Одна заплатка, вторая, третья, четвертая, и притом огромные такие были раны нанесены. Икона Божьей Матери, она написана на холсте. Поэтому, конечно, вот этот холст, он очень сильно разрезал топором, изрубил его. А затем, согласно донесению, согласно рапорту отца Федора Дмитриюка, он этим топором выбил икону Благовещения Пресвятой Богородицы с иконостаса, с царских врат. Отец Федор, описывая это событие, пишет, какая страшная постигла нас беда. Отец Федор собрал остатки этой иконы городнянской, чудотворной, которая обновилась Божьей Матери, и сумел склеить их. Но обрамление, конечно же, не уцелело. Вот только фрагменты. Я, когда стал настоятелем, я постоянно задавался вопросом. Обновилась икона. Я вначале не знал всей этой истории. И архивных материалов еще не было. Не были они обнаружены. Этого рапорта отца Федора с подробным описанием, что происходило. Я задавался вопросом. Обновилась икона. Но почему только фрагменты из этой фольги, которая обрамляла икону, почему только фрагменты сохранились? А все остальное заклеено такой вот золотистой бумагой, это или ткань, вот так. А потом мне стало ясно, что отец Федор, что смог собрать, что еще уцелело, вот, сделал, наверное, новую рамку, туда вставил икону. Если посмотреть, вот это лик Божьей Матери, он написан на бумаге, это бумага, это литография, печать. Но он видно, что он склеенный из кусочков, потому что там много таких храмов осталось.
И он пишет: «Горе великое», потому что чудотворная икона. Это была единственная икона в нашем храме чудотворная в тот период. На людей, конечно, которые пришли сюда, были эти несколько прихожанок в начале, напал ужас. Они, конечно, подняли крик, сошлись люди, и тогда этот больной человек убежал из храма. Проходит месяц, славянцы, соседние деревни с городнянами, опять же в частном доме, а 4 декабря празднуется праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Опять же у простых жителей обновилась другая икона Божьей Матери. Если Горонянская, Иверская, то это Владимирская икона в Слонимцах. То есть опять же вот эта фольга, которая была черная от окисления, она постепенно приобрела такой вот золотисто-красный цвет. И отец Федор докладывает епископу о том, что произошло. И владыка благословляет опять же крестным ходом перенести ее в Александро-Невский собор. Ее крестным ходом в 1931 году в декабре месяце перенесли в Александро-Невский собор. И с тех пор вот эти две иконы Божьей Матери, две обновившиеся чудотворные иконы, находятся у нас перед Солеей. 1931 год. Через 3 года еще одно необычное событие. 1934 года, после богослужения, прихожане заметили, что из очей Божьей Матери на иконе Божьей Матери у креста, из глаз Божьей Матери до основания идут 2 струечки жидкости. Ну, что могли подумать тогда люди? Наверное, то же, что и мы можем в наше время подумать. Жидкость, возможно, лопатка капнула с лампадки, или, возможно, конденсат какой-то. Так или иначе, стерли эту жидкость и смотрят на следующий день, а постовые службы, они очень часто совершаются, смотрят на следующий день, жидкость опять появилась, опять эти струечки. Даже доложили отцу Федору, Дмитрию, он стал наблюдать, и он установил, что эта жидкость не масло. Если масло, то оно жирное, так? Лампадное масло тоже это масло жирное. А здесь просто как вода. Но на вкус это вода соленая. А что соленая? Слеза человеческая. Опять же было доложено архиепископу Александру Иноземцеву. Он назначил комиссию из духовенства. Комиссия стала исследовать это явление. Каким образом? Стерли, стали наблюдать. И это все появилось. И комиссия констатировала факт чуда. Плачущая икона Божьей Матери у креста. Собственно, это распятие, оно было изготовлено еще к моменту освящения храма. В 1866 году, к моменту освящения храма. И оно в любом храме есть распятие, где изображается Христос на кресте с предстоящими. Это Божья Матерь и святой апостол Иоанн Богослов. Тем самым как бы воспоминание событий евангельских. Когда Христа распинали, то у креста находилась Божья Матерь и Иоанн Богослов. Самый младший, самый любимый ученик. Святой апостол Иоанн Богослов. И в этом храме тоже находилось это распятие с момента его освящения. Это как бы необходимая, обязательная принадлежность любого православного храма. Но с тех времен прошло уже сколько лет. И вот только в 1934 году с иконой происходит такое необычное явление. 22 апреля, то есть через 2 недели, через 13 дней, этот храм посетил сам епископ Александр Иноземцев. Совершил здесь торжественное богослужение, литургию. И он благословил каждую пятницу, потому что событие произошло в пятницу, каждую пятницу совершать божественную литургию. С этой целью был изготовлен и подготовлен
предел, то есть второй алтарь. Ризница, где находились ризы священнические, облачения, переоборудовали под второй алтарь. Прорубили стену, установили там престол, изготовили небольшой иконостас с царскими вратами, и 30 апреля его осветили как предел в честь иконы «Живоносный источник», потому что пятница, в тот момент, в пятницу праздновался икона «Живоносный источник». И у нас пятница после Пасхи, пятница светлая, второй престольный праздник. Воспоминания события, связанного с иконой Пружанской плачущей и вот икона «Живоносный источник». С тех времен по пятницам у нас всегда совершается богослужение. И еще одно событие связано так или иначе с церковной жизнью в Пружанах. В Пружанах находился еще один храм, Пречистинская церковь, которая стояла на месте нынешнего универмага. Вот. Во время Великой Отечественной войны, при освобождении Пружан, летом 1944 года, конечно же, пружаны были обстреляны Красной армией, советскими войсками, а так как храм тут был гораздо выше, там находился немецкие пулеметчики и так далее. И этот храм пострадал очень сильно. Была снесена крыша, купола и так далее. Но над входом в этот храм находилась икона Божьей. Находилась вот эта икона Божьей Матери над входом в храм. Потому что старые фотографии, они есть, сохранились старые фотографии. На этих старых фотографиях действительно икона висит над входом в храм. Остались только стены. В результате этого пожара, который уничтожил все, деревянные перекрытия, деревянные рамы, внутреннее содержимое храма, все сгорело. А икона осталась невредимая. После войны, и эта икона висела над входом в храм с 1944 года по 1949 год. Даже сохранились фотографии, они есть у нас в музее, как люди приходят, украшают икону ветками, ставят столик, а храм, повторяют, храма только одна коробка, одни стены. И вот на коленях стоят перед этой иконой, молятся. 49 год. Икона не осталась неповрежденной. Случился второй пожар. И в результате второго пожара там уже и балки обгорели над этим входом. И это все было сплошь. Деревянные все конструкции сгорели, а икона осталась неповрежденной. И вот ее назвали «несгораемая», то есть неповрежденная в результате пожара. По распоряжению, а так как люди, 49-й год, люди почитают икону, ходят к этим руинам и так далее, по распоряжению председателя горосполкома Пушанского икону оттуда убрали и перенесли в Александр-Невский собор. И вот с тех пор она находится у нас в Александр-Невском соборе. Ну, а вы знаете, что Пречистинская церковь не сохранилась, ее полностью разрушили, разобрали, уничтожили. На этом месте уже находится магазин. Вот так, если посмотреть так вот ленту времен, то получается в нашем храме 4 иконы чудотворные, необычные, с которыми связаны такие необычные явления, и все иконы Божьей Матери. Иверская, Владимирская, затем наша Пружанская плачущая и Пружанская несгораемая. Начиная с 20-х годов и заканчивая уже серединой и концом 40-х годов. В настоящее время мы находимся в древнем храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот храм и приход обладает богатейшей историей. Вот в 2018 году мы праздновали торжественно с приездом правящего владыки архиепископа Иоанна 450 лет со дня первого письменного упоминания православного прихода храма святых апостолов Петра и Павла. Вот 450 лет. Этот же храм, естественно, преемник, он
строился на протяжении довольно-таки длительного времени. Разные были там фундаторы, которые помогали, чтобы заложить начало строительства храма, само строительство. А завершение было храма и освящение в 1870-е годы. Получается, вторая половина 18 века. Хотя если взять вот книги, посмотреть архитектурные там данные, то что не автор, то свои источники. Но вот такие даты, самые основные. Вот 2018 год, 450 лет со дня первого упоминания православного прихода, и вторая половина 18 века уже освящение нынешнего храма. И за 19 век, 20 век практически внешне храм мало изменился. Кто бы ни приходил, те же паломники, православные, значит, люди, туристы, все восхищаются и удивляются, потому что храм удивительный по своей красоте. Я помню, когда впервые в декабре 2002 года вошел в храм, то какое-то время с восторгом, с восхищением, удивлением он смотрел на архитектуру. Ну, снаружи уже многократно видел. Даже был такой момент, когда еще в семинарии учился, а потом уже завершил, был рукоположен сан священника, и с Бреста ездил к родителям на Гродненщину, то смотрел на этот храм, удивлялся красоте, говорил, этот храм нуждается в реставрации. Ну, а Господь так судил, что вот, назначен был в этот приход, и уже на протяжении длительного времени, благодаря усердию прихожан, их помощи, этот храм восстанавливается, и многое сделано. Архитекторы, которые курировали реставрацию Журовицкого монастыря, они решили для своих коллег организовать поездку. Приехали в Косово, побывали, приехали в Ружаны, побывали в церкви. И уже когда прощались, я поинтересовался, ну как, храм Ружаны понравились, они были в восхищении. Вот мы, архитекторы, не предполагали, не знали, что вот Ружаны обладают таким сокровищем. Мне, с одной стороны, было приятно, а с другой стороны, тоже удивился, что, мол, кто, архитекторы, в принципе, должны бы знать о такой жемчужине, как Ружаны. Вот в настоящее же время храм наш составляет такой особый архитектурный комплекс. Вот видите же, наверное, еще, может, посмотрите, есть церковь, и с левой стороны от входа тоже величественное архитектурное такое строение двухэтажное, которое составляет единый такой архитектурный комплекс. И здание построено, и этот храм перестраивался в свое время одним известным архитектором Беккером. И что вот интересно, наверное, об этом даже ни в одной книге не написано. И если даже побывать в музее, в замке Ружанском, там есть макет Ружан, древний, старинный городок, местечко, и там есть старинное здание, храм, костел, замок, и вот это строение, но даже на макете нету. И, оказывается, когда-то еще такое же здание было и по другую сторону от храма, и вот когда занимались реставрацией, то было основание, фундамент этого строения нашли. Наверное, в одну из войн, потому что Ружаны много чего потерпели. И войны, и революция, и гонения на церковь. Все пришлось перенести. И слава Богу, да, пусть то здание не сохранилось, а храм выстоял. И, что важно, этот храм, можно сказать, никогда не закрывался. Всегда был действующим. Одной из величайших святынь, прихода, да и нашего края, и Пружанского, и Брещины, является чтимая икона Божьей Матери, которая по месту пребывания благословения нашего правящего владыки, архиепископа Иоанна, так и называется, Ружанская. Икона эта, старше храма, она находилась еще в том деревянном храме, который я упоминал. Икона 17 века. Под иконой есть знаменитая табличка: «Храм сей, заступление Божьей Матери, чудесно сохранен от разрушения в пожаре 5 мая 1895 года». Это был сильный пожар, и жители Ружан, как люди верующие, благочестивые, прибежали в церковь, и перед этой иконой, перед которой молились и их родители в свое время, и их деды и прадеды, молились с верой, с надеждой. И если Ружаны, к сожалению,
потеряли свыше 300 домов в этой огненной стихии, то храм не пострадал, и люди были целыми, невредимыми, и вот они поместили вот в память, в знак некой благодарности вот эту табличку. И в настоящее время у нас, кроме того, что храм имеет своим престольным торжеством День памяти святых апостолов Петра и Павла, точно так же мы еще имеем особый такой праздник в честь Ружанской иконы Божьей Матери. 18 мая. На табличке указано 5 мая, но с учетом разности старого и нового стиля, вот у нас есть такое торжество. Сейчас икона отреставрирована. Несколько лет назад мы давали ее в Минск, в Национальный музей. Прошла этап реставрации самых замечательных мастеров этого реставрационного мастерства. И сейчас люди вновь имеют возможность по этой иконе возносить свои молитвы. И то, что молитвы слышимы, это вот последние годы, несколько лет, как вот прихожане, вот даже и паломники, вот в дар благодарности Божьей Матери приносят такие вот приношения. Там колечки, крестики, цепочки. Это вот одна из наших величайших святынь прихода. Часто в этот день, 18 мая, и владыка приезжает, духовенство собирается, паломники приезжают. Многие паломники, бывает, даже так совмещают. 18 мая Ружанок, а дальше, особенно это если касается тех паломников, кто путь совершает на велосипедах. Они вот на 20 мая в Жирович. Еще одним праздником дополнительным и важным в жизни нашего храма является День памяти святителя Митрофана, епископа Воронежского. Образ этого святителя, как раз перед нами, здесь и во втором ярусе иконостаса вот над Зяковскими вратами. Вот святой в монашеском слиянии. Вот святой для нашего края белорусского мало известен. В основном его знают в России. Да, Воронеж, там центральная часть. А в Беларуси так сложилось, что за всю историю только в Ружанах и в Гродно был престол, предел, церковь в честь этого святого. А вот каким образом так случилось? Тоже есть особая такая история. Вот в 1875 году был сильный пожар. И вот в том пожаре храм пострадал, сгорела кровля, пострадал иконостас, весь деревянный интерьер храма. И храм восстанавливался, а службы совершались в то время на кладбище в храме Святого Воскресения. Сейчас это каплица в честь Казимира, принадлежит костеру. И вот когда храм восстанавливался, то мимо проезжали родственники погибшего воина, прапорщика Митрофана Искузовича. Он при освобождении Болгарии вот молодым человеком был ранен, и от ран умер, похоронен на Херсонщине, а вот его родные, скорбя о утрате и желая, чтобы о нем молились, пожертвовали какую-то определенную сумму на восстановление храма и попросили, чтобы вот память родственников была почтена молитвенно. И вот после того, как храм восстановили, то в одном из пределов, у нас там есть еще пристроечка, там была построена зимняя церковь в честь именно святителя Митрофана, епископа Воронежского, небесного покровителя этого воина. И зимой там службы совершались длительное время, а в 1970-е годы этот иконостас был пожертвован. Его перенесли поближе к Бресту, в деревню Чернавчица. Там произошла такая же подобная история. Был пожар, храм пострадал, и в те времена трудно было найти мастеров, которые и иконостас сделали бы, вырезали бы вот резьбу, украсили бы. Не было иконописцев, и вот так вот посчитали, было благословение архиерейское, и иконостас передали. В Чернавчице я как-то ради интереса заехал, когда храм был там открыт, зашел, смотрел, точно, есть иконостас, и в иконостасе именно образ святителя Митрофана, епископа Воронежского.
Потому что чаще всего в иконостасе, если и есть святитель, это вот, как у нас с левой стороны, образ святителя Николая, чудотворца. А там образ святителя Митрофана. И слава Богу, что вот этот иконостас сохранился и тоже вот нужен людям, и люди имеют возможность в храм приходить и молиться. В храме много и иных икон, и есть такие вот сведения, что до Первой мировой войны храм наш обладал богатейшим архивом по истории и прихода, и края. Было очень много старинных, древних икон, которые на протяжении столетий вот, были собираемы, пожертвуемы в этот храм. Но вот во времена Первой мировой войны ценности церковные вывозились в Россию, и, к сожалению, многое бесследно и исчезло. И для нас большая радость и утешение, что вот та икона, о которой я говорил, вот Ружанская, она все-таки сохранилась. Да, ее отсюда никто не дерзнул вот, забрать. Хотя были попытки уже после войны, когда совершались экспедиции по спасению ценностей, то есть вот музей национальный отправлял сотрудников, они ездили по храмам, по костелам и пополняли свои фонды. И вот тогда в музей взяли ряд икон из нашего храма, в том числе икона Спасителя, которая была как в паре с этой иконой Пресвятой Богородицы. И можно предположить, что когда-то в первом храме они были, вообще-то, наверное, в иконостасе. Да. А в настоящее время так вот они разъединены, но в справочниках вот, по живописи, иконописи Беларуси та икона вот, имеется. Поэтому у меня есть такая задумка сделать хотя бы небольшую копию в свое время этой иконы, чтобы тоже была такая преемственная духовная связь. Смоленская икона Божьей Матери. Она долгие десятилетия находилась в алтаре и была размещена очень высоко, наверное, так на середине стены. И никто не имел возможности подойти, помолиться, да и даже просто увидеть эту икону могли только те, кто находился в храме, в алтаре. То есть священники, ну и там пономари. А большинству людей, тем же женщинам, прихожанкам, не было такой возможности. И мне было всегда это желание эту икону вынести к народу, чтобы люди могли вот молиться. И вот эту икону тоже в свое время мы отдавали в Минск, в Национальный музей. Одна бригада мастеров реставрировала икону, другая бригада реставрировали оклад, потому что были и утраты, и потемнения. И вот в настоящему времени икона находится здесь. Хотя была проблема, интересно, вот когда икону сделали, трудно было найти место, потому что храм большой, но богат архитектурно, и для такой большой иконы как бы и нету места. И временно, когда привезли саму икону, она уже была в Киоте, без нижней части, мы планировали ее разместить на клиросе. Но опять же, она была бы видна не очень хорошо. Временно поставили было ее на солие, вот, и стало ясно, а по ширине-то она подходит. И заказали еще вот нижнюю часть, поставили, и насколько люди были благодарны, вот, в восторге, в восхищении, и благодарили, что вот эта икона, она вот сейчас перед людьми. И эта икона и ликом своим вызывает удивление, точно так же, как вот и Ружанская икона Божьей Матери, и мастерством работы вот тех древних мастеров. Вот реставраторы говорили, что в те времена, да сейчас хорошо, станки, компьютеры, все быстро делается. А вот про этот оклад они сказали, что никогда им не приходилось, хотя много попадало в их руки, в Минск, столица, вот много восстанавливать окладов, но чтобы такого размера и такой сложной работы, и качественной, не приходилось. И в ответ на мой вопрос, а сколько можно было потратить времени, где-то 2-3 человека, да, работали около года. И все, вот молоточки выстукивали, делали. Если подойти поближе, то это один лист металла, и вот такой глубокий рельеф. И когда, знаете, как вот саперы единожды ошибаются, точно так же нельзя было ошибиться этим мастерам. И в пару
естественно, попросилась и на ту сторону икона. И у нас тоже в алтаре была икона Спасителя. Ее тоже в Минске, на самом деле, отреставрировали. И сейчас обе иконы являются... Сейчас Смоленской не раз задавался я вопросом, и паломники, и прихожане, откуда эта икона? Потому что я смотрел фотографии, то возникает такое предположение, что она сделана, как говорится, в меру и подобие Смоленского чудотворного образа. То есть все один в один. И вот каким образом в Ружанах такая икона находится? Большая загадка. Когда-нибудь, может быть, с чьей-то помощью и будет ответ. А вот про эту икону хоть немножко-то известно, что эта икона делалась в Москве в 1836 году. Здесь есть вот небольшое клеймо. Ну а под иконой небольшая табличка, которая говорит, что вот и оклад, и икона усердием выходцев нашего прихода отреставрированы в память о тех родных, которые жили на Ружанщине, ходили в этот храм и здесь Богу возносили свои молитвы. Ну а мы как раз здесь при этой иконе совершаем заупокойные молитвы о прихожанах и о всех от века приставшихся православных христиан. В храм приходили люди, в этом храме служили замечательные священники. Среди них можно вспомнить протоиерея Ипполита Гоморицкого. Вот как раз когда храм и приход вернулся в православие, он этот храм приводил в привычный православный вид. И этот священник знаменит тем, что он был и ректором Литовской духовной семинарии, и был таким маститым протоиереем, несшим свое служение в конце своей жизни в главном кафедральном храме Вильна. И вот мне тоже есть мечта Вильно посетить. Я знаю, что на древнем кладбище преподобной Фросинии Полоцкой есть его могила. Мне там хотелось тоже панихиду отслужить и место его погребения фотографировать. На протяжении 42 лет свое служение нес протоиерей Иларион Дидевич. Это 1870-е годы, вот тут упомянутый пожар, ему приходилось ликвидировать последствия, и до Первой мировой войны. Одним из самых удивительных священников, о котором многие знают и говорят, это протоиерей Иоанн Навроцкий, который был ровесником 20 века, родился в 1900 году, жизнь завершилась в 1961 году, и на протяжении этого времени, сколько ему пришлось претерпеть, даже трудно и представить. Власти менялись. Даже вот когда он был назначен в 1937 году в Ружаны, то вот первые советы, Польша, первые советы, немцы, потом опять Советский Союз, и гонения на церковь, много что пришлось претерпеть. И вот, говоря о нем, я помню, когда-то прочитал в одной из книг, посвященных пасторскому служению, интересную мысль, что когда человек принимает сан священника, то у него начинается у него уже не жизнь, а житие, не деятельность, а служение. И ему должна быть присуща не расслабленность парализованного, а такое, знаете, дерзновение друга Христова. И вот отец Иоанн Навроцкий, он действительно таким дерзновением, ревностью такого настоящего пастыря я обладал. И вот о нем можно много говорить, но достаточно, наверное, вспомнить такой момент, что когда как-то в один из моментов немецкие солдаты были убиты спрятавшимися красноармейцами, то немцы арестовали местных мужчин с одной улицы, им грозила смерть, верная смерть. И этот священник подошел к немецкой власти с просьбой, ходатайством, чтобы этих мужчин отпустили, мол, они ничем не виноваты, а себя, свою семью, 2 малолетних дочерей предлагал в качестве заложников. И совершилось чудо. Немцы поверили, и мужчины, юноши отпустили, и не пострадала и священническая семья. Священник этот приютил 3 женщин, 2 из них это были жены 2 священников,
каждой были свои дети. Была там женщина, которая была женой красноармейца, тоже с ребеночком. И вот есть замечательная фотография, когда вот в церковном здании за обеденным столом большое число людей. Получается, война, голодное время, тут бы себя бы прокормить, свою семью. А отец Иоанн, как пастырь, как христианин, проявляя милосердие, сострадание, вот всем дал возможность. Июль 1941 года запомнился в памяти прихожан этого храма тем, что здесь, в церкви и на территории церковного двора, находились пленные красноармейцы. Среди них было очень много раненых, и вот священник позаботился, чтобы они были накормлены, чтобы за них был медицинский уход. И благодаря его деятельности многие были спасены. Те же, кто умер, были погребены, и имена их сохранены. И даже вот в настоящее время, порой даже так, благодаря деятельности сотрудников библиотек, люди находили своих родственников. Это вот тоже такая интересная вот недавняя история про воина Михаила Александрова. Кроме того, отец Иоанн Новороссский тоже такой труд замечательный понес. Он сохранил для истории имена всех прихожан, мужчин, выходцев с прихода, которые принимали участие вот в годы Великой Отечественной войны, где-то погибли. И вот он записал фамилию, имя, отчество, его звание, когда он умер и где похоронен. 96 человек. Тоже вот такая память о тех людях, которые вот совершили подвиг, отдав жизнь вот за то, чтобы мы могли жить мирно. Еще одной из святынь нашего прихода, нашего храма, является икона Божьей Матери. И вот какая бы паломническая группа ни посещала нашу церковь, всегда обязательно обращали внимание и просили рассказать, а что же за икона? Вот в округе было много храмов, и во времена Хрущева они были закрыты, и иконы, и утварь были перенесены в эту церковь. И вот как раз-таки из одной из закрытых церквей в наш храм была передана эта икона. И вот при закрытии кто-то вот с дерзновением, считаю, имеет как бы право, вот стрелял в икону Божьей Матери, но вот все тоже обращают внимание, что стрелял, а в лик не попал. Но я-то делаю предположение, что эта икона, скорее всего, возможно, из церкви, которая была в Молочках. Вот это недалеко отсюда, несколько километров. Почему? Потому что эта икона выносная. Ее носили на крестные ходы, во время крестных ходов. И вот если ее достать, с обратной стороны есть икона великомученика Георгия Победоносца. А церковь в Молочках была Георгия Победоносца. А чаще всего как раз на крестный ход брали икону, которая прямым образом имела отношение к этой церкви. По правую и по левую сторону есть тоже два таких выносных киота. Вот. Сюда вставляли рукояти. В древности брали крепкие мужчины на свои плечи и во время крестного хода или вокруг храма, или же в какую-то особую минуту, например, дождя нету, и шли на поля, на нивы, совершали молебны, прося Бога о дожде. Ну, это вначале крепкие мужчины, а в 20 веке это все, как обычно, на хрупкие женские плечи. И тоже уже в мою бытность очень часто женщины с радостью, с готовностью брали эти иконы и совершали крестный ход. А потом, перед тем, как войти в церковь, стараются вот под иконой пройти. И такой тоже интересный момент, раз заговорили о иконах. С обратной стороны одной иконы есть изображение святителя Николая, а вот там икона Божьей Матери Иверская, а с обратной стороны икона Преображения Господня. И вот тоже для истории нашего прихода загадка, покуда еще нет такой стопроцентной убежденности, вот почему в Ружанах издревле почитается праздник Преображения Господня. Вот не сразу, так постепенно обнаружил. Вот взять иконостас, вверху иконостаса событие Преображения Господня. Не воскресение Христова, главного события, а Преображение. Затем, если посмотреть на роспись, тоже Преображение Господне. И на выносном киоте Преображение Господне. Плюс выяснилось, что когда-то те же Ворониловича, вот в соседнем приходе, который тоже когда-то все составлял так вот
земли, принадлежащие сапегам, тоже преображение Господне. Вот каким-то образом в древности этот праздник почитался. История нашего храма начинается с того, что в 1866 году здесь, на этом месте, находилась в начале деревянная церковь. И в 1866 году приходским советом было обращение в епархиальное управление, чтобы построить новую церковь на этом месте, каменную. И было одобрено это ходатайство от приходского совета епархиальным управлением, чтобы начать новое строительство храма. И что сами люди решили, чтобы не оставаться без храма, без святыни, они решили, что этот старый храм, который здесь находился деревянный, перенести на кладбище. И чтобы во время строительства находился также, был еще действующий храм. И также было согласовано, обдумав и согласовано, что решили перенести целиком тот деревянный храм на кладбище. И как вы думаете, что мы, конечно, знаем с истории, что было только снятые были полы в храме, хотя он был не маленький, имел 2 купола и высокий был. И были только снятые полы и окна выняты с этого храма. И он с деревянного храма. И также перевозился целиком этот храм до кладбища, которое находится у нас в деревне Рудники. Ибо также какое-то время, не сразу также было, что с 3-й попытки только сдвинули храм деревянный с своего места. И на протяжении, говорится в истории, что на протяжении 600 дней конных и 6800 дней рабочих было трудодней, перевозился вот тот храм. И также, что он перевозился необычно, вначале приподняв его, сделав деревянные колеса такие под этот храм. И в 866 году, также было запланировано после передвижения храма, перенесения на кладбище, здесь началось строительство. Также все строительство проводилось, можно сказать, что за счет прихожан. И также было выделено на строительство средства, выделенные из государства также. Но основное, что сами прихожане, чернорабочие, делали работу всю, все основные прихожане. И также в 1872 году также здесь было освящение храма. Конечно, в нашем храме также имеется соименная Рудницкая икона Божьей Матери, соименная нашему селению, почитаемая Рудницкая икона Божьей Матери, которая также явилась в 1688 году в Рудне, селение Рудня, Могилевской области в нынешнее время. И также этот список у нас также является почитаемым. Его также память совершается, и каждый год мы совершаем божественную литургию. У нас находится, меня находится с правой стороны в таком украшенном киоте, еще ее называют с короной, икона с украшенной короной. Это у нас также прихожане называют, которые говорят, что это у нас такая более почитаемая наша икона, которая также соименна и нашему селению, и нашему храму также. Но и немало икон, все основные иконы, что писанные на холсте, также являются, можно сказать, что и ценностью для нашего храма, потому что, как вы сами заметили, что они все старинные, писаны на холстах. Также есть некоторые, что и, как говорится, немножко и время на них сказалось. Есть у нас также
икона Казанская, которая как бы есть, говорят некоторые, что это есть удар во время Первой мировой, когда было, и что воин как бы ударил с левой стороны царский храм. Вот здесь есть даже такой небольшой удар, как бы скол на самой иконе. Вот. Подписано, что копия чудотворного образа Песчанской Божьей Матери, именуем Казанская. Вот. Есть, что как бы, вот такой даже, он его и во время, когда даже приезжал реставратор здесь, также что говорил, что это есть такой удар от чего-то. Значит, это есть история. Говорят, что одна из женщин говорила, что ей рассказывала ее бабушка, что вот это так происходило. Конечно, храм, наш храм никогда почти не закрывался, только после Первой мировой было что немножко разрушений. Боковое одно крыльцо было разрушено, и также переднее крыльцо было разрушено. Но сам храм не сильно так пострадал, в основном, как бы, что ничего здесь не менялось в основном. Так все осталось в первозданном виде, можно сказать. Вот. Только, конечно, проводились косметические ремонты немножко, но и с Божьей помощью прихожане все время благоукрашают наш храм и также возносят дальше свои. Есть еще старинная икона Покрова Божьей Матери, которая также в металлической ризе и как бы в таком вот переносном киоте. Вот, было раньше, что также традиция, что вот эти киоты, некоторые переносились, ходили крестным ходом вокруг храма и носили вот эти киоты. Также у нас есть такой, и вот здесь есть немножко дальше, также киот переносной, который также носился, брались такие, специально даже у нас они сохранились, что вот такие колышки вставлялись в подготовленные отверстия и как бы носились на двух колышках вот такие иконы, как бы крестным ходом также. Вот. Это есть у нас также праздник Покрова, престольный праздник, также это совершались крестный ход с некоторыми также иконами, такими святыми. Начать рассказывать о нынешней церкви, это значит ничего не рассказывать. Надо начинать рассказывать из глубины веков. Одним словом, священник Зельвянской церкви в свое время, здесь у нас за церковью старое еврейское кладбище есть, его закрыли в 1725 году. Евреям запретили здесь около церкви хорониться. Церковь, правда, была базилянская, униатская, но на ту пору, больше тут в Лыскове не было церквей. Еще в 1678 году царь русский ходатайствовал перед польским королем о Лысковском Покровском монастыре как об одном из последних остающихся в православии. Ну, потом его перевели уже, как обычно тут у нас на западных землях, униаты заняли основное место, православных оставались считанные церкви. Вот. И здесь в Лыскове основался монастырь Базилянский. Это еще Христина Войнянка была такая гражданка Волковыская, по-моему, или наоборот, это самое, воеводина Брестка. Или наоборот, да, воеводина Брестка, гражданская Волковыска. И здесь в Лыскове было это ее имение, ее мужа. И она пожертвовала, написано за Лысковым, пожертвовала земли и основала Базилянский монастырь. Вот. И церковь эту, когда начали здесь хорониться, они основали новое кладбище, а Зельвянский батюшка приехал сюда, ходил по кладбищу и нашел еврейский самый старый памятник с 1429 года. Это можете себе представить, что уже в Лыскове была церковь, потому что обычно евреи селились всегда там, где уже было поселение русское большое.
Вот. То есть церковь уже существовала до 1429 года. Понимаете? Ну, потом так уже получилось, я говорю, в ходе истории, исторических катаклизмов всевозможных, она осталась тут как Базилянская церковь. И не только церковь, а здесь был Базилянский монастырь. И вот на постройку вот этой церкви, она в 1725 году строилась, Папа Римский прислал лысковским базилянам, вот это может пройти, вот эту иконочку Божьей Матери Жировицкой. Она той церкви была на горнем месте, в главном монастыре, в главном алтаре, и считалась как чудотворная Лысковская Матерь Божья. Вот эта икона, Минская Одигитрия, была в этой церкви, в старой, была в иконостасе, местная икона. То есть вот эту иконочку, если даст Бог все нормально, доживем и все будет благополучно, то в 25 году по описи документально уже ей будет 300 лет. Вот этой иконе. Потому что эта икона, она была отлита на серебре, она пропала бесследно. Бог его знает, где что. Здесь потом, когда воссоединили униату с нами, с православными, то здесь, видите, это Жировицкая Божья Матерь, но только явившаяся в Риме, в Базилянском монастыре, римская покова. Вот. Здесь Кирилл и Мефодий по сторонам, а здесь ангелы держат над нею корону. Папа Римский короновал ее, Жировицкую Божью Матерь. А здесь была золотая табличка, отторгнутые насилием, воссоединены любовью. Вот. И, значит, эту церковь старую разобрали за ветхостью, перенесли после восстания польского, перенесли в 1864 году, перенесли всю нашу утварь, все наши иконы перенесли в костел. Во время императорской войны, то есть в 1914 году, наша вся утварь из костела, с каменной церкви, была вывезена в Россию, в Калужский Лаврентий монастырь, где часть пропала, а часть, в то время бывший настоятель, отец Петр Котор, часть с собой привез. Но еще осталось 6 ящиков с утварью и книгами, осталось там в Лаврентьем монастыре. Так они и пропали. Вот. Здесь вернулись из беженства, с России вернулись. За это время, с 2014 года по 2019 год, в 2019 году вернулись, в этой церкви, в основной части, в костеле, в каменной церкви, был лазарет. Почему был лазарет? Значит, первоначально, когда немцы вошли сюда, в Лысково, было надругательство. Вплоть до того, что на престоле, на Святом престоле, играли в карты. Но однажды играли немецкие офицеры в карты на престоле, а другой офицер на коне думал въехать к ним. Насмешка была такая. И конь, солия была высока, на солии конь упал, споткнулся, упал конь, поломал себе ноги, его пристрелили, а офицер тоже себе ребра поломал. И с тех пор освободили, дали, значит, людям, там можно было сбоку зайти, так, сбоку, можно было молиться нашим православным, вот, а в центральной части был лазарет. Но когда в 19 году вернулись сюда, здесь была панская Польша. Вот. И было, значит, такое ревендификация, то есть отбирали церкви, которые перестроили из костелов, отбирало польское правительство, возвращало полякам. И 17-го, по-моему, вот уже не помню, по старому стилю или по-новому, 21-го года ксенц и с своими прихожанами, с католиками вошли на церковный двор, сбили замок. Наши иконы, вот видите, здесь даже на Матерь Божию видно, когда срывали богами, здесь на лике, на младенце, даже такая, что скидали, полоса осталась. А эту икону, вот круглую Спасителя, как пустили с горки от костела, то она катилась аж до речки. Она была в алтаре, там окошко такое круглое, она была вставлена в то окошко. Вот. Ну и, значит, выкинули наши иконы, повыкидали все,
Там было похоронено 2 священника и семинарист, и матушка. Памятники поразбивали и повыкидали из погоста, значит, из церковного. Даже написано так, что разрыли могилы и повыжуцали звуки, то есть выкопали останки. Когда разобрали эту церковь старую, то на кладбище, на Никольском кладбище, построили Никольскую часовню. Она была 4 на 6 метров. И нашим людям больше нигде не осталось, где молиться, только в той часовне. И была тут старостою Доминика Иосифовна такая, Оберган. То она говорила, пристроили, говорит, батюшка, шопку, пристроечку такую из досок сбили. И так молились. Из 21-го года по 30-й год, по 33-й год. Почему? Потому что в 25-м году сюда прислали, вот там памятник около входа, прислали молодого тогда энергичного батюшку, отца Петра Петровича Радкевича, и он занялся хлопотами, заботами, чтобы построить на старом погосте церковном, построить церковь нашу православную. Тем более, что старожилы на ту пору подтверждали, что здесь еще были могильные холмики, были кресты стояли. Это место было святое для лысковчан. Он поехал в Варшаву, и ему разрешили на погосте, то есть на церковном дворе и на кладбище, строить церковь. Но с одним условием, что церковь будут строить в униатском стиле. И вот архитектор из Белостока Станислав Петровский составил план. И вот наша церковь, именно ее архитектура проедет. Почему? Потому что она построена в галицийском стиле, как на Закарпатье строить, на Галичине, только модернизирована немножко, в стиле модерн. Вот тут за стенами еще должна была выступать крыша на 2 метра аж туда за стены, чтобы люди могли стоять под окнами и слушать службу Божию. Понимаете, это так на Украине. Вот. Отец Петр немножко видоизменил и построил в крестообразном плане церковь и с колокольней, которая вписывается в ее архитектуру. Церковь крестообразная, построена из деревянного бруса. Вот. Кстати, была помещица такая в Гайках, это на Гродненщине, здесь недалеко, Анна. Она пожертвовала полностью дерево на одну стенку, на церковную. Вот, так ее и называли Анна Гайская. Вот. В церкви к основному кубу пристроена апсида прямоугольная. Понимаете? В которой 2 ризницы. Одна панамарка, другая ризница пристроена. И около входа то же самое. Вход на хоры и подсобное помещение, крестилка. Вот. Церковь прямоугольная, вернее, барабан вписывается, барабан, наверное, будет называться по архитектурным терминам. Вот. 4-угольный. Дальше он идет, не светлой барабан, 8-угольный будет, а это 4-угольный переход. Вот. Купол луковичный, потом идет фонарь и главка небольшая. Высота церкви до креста 27 метров. Вместимость около 1000 человек. Окна в ризницах и в подсобных помещениях прямоугольные, но только что украшены зубчатыми такими обналичками, так скажем. Вот. Апсида отгорожена иконостасом от основной части. Вот. Иконостас из той же церкви упраздненный, то есть из костела перенесенный и составленный грубой столярной работы, но составленный оттуда, из тех самых икон, построенный этой иконостас. Заложено в 30-м году, а в 33-м году, за 3 года, отец Петр сумел ее построить. Вот. Строилось тяжелое было время, голодное после беженства, люди были бедные и несчастные, но батюшка был, я говорю, энергичный и такой. Постановили так. Он, вплоть до того, что не стеснялся, сидит женщина за ткацким станком. Он пришел,
1,5 метра полотна она должна пожертвовать. Вырезал, понимаете, полез там под печь, набрал картошки, сколько надо, или зерна. И так построили церковь, иначе нельзя было. Слава Богу за все. Вот. И в 30-м году залили фундамент, а уже в 33-м году на Сергия Радонежского вот, осветили наш храм. Правда, в черне стены были не обиты, торчал мох со стен, окна были одинарные, все, но осветили церковь. И как раз совпало так, что еще до беженства в 1910 году из Гродненщины, из Куклич, пожертвовали вот эту икону Сергия Радонежского. Вот. И на его день памяти осветили нашу церковь. Церковь заложена в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Вот. Ну, иконы все, практически все, перенесены оттуда. Вот эта иконочка, вот. В 1936 году, когда построили церковь, тут начался пожар. А здесь были все еврейские дома до войны. Вот. И начался пожар, и уже огонь подходил аж к церкви. Отец Леонтий Коньковский был такой настоятелем на ту пору. Он взял святые дары и святыми дарами перекрестил этот огонь. И ветер повернул в другую сторону, церковь осталась. И в честь этого написали вот эту вот иконочку выносную. Неопилима Купина, но это вообще Тихвинская Божья Матерь. Вот. Но изображена как неопилима Купина. Видно, не было у этого самого иконописца иконы, образца не было. Вот. Здесь вот частица мощей мученика Виктора, сына той жены Самаранины, который Господь... Который имеется нерукотворенный крест на камне. В 1961 году, когда связали кресты при Хрущеве Никите Сергеевичу, здесь не мой приход, соседний, у Монтяки деревня есть, но там жил фронтовик, очень верующий человек, Василий Васильевич Деркач. И говорит, я так, батюшка, скорбел, так скорбел, что Христа даже нету, а он работал трактористом после войны. И говорит, лег спать, пришла женщина, говорит, Василий, не переживай, уже этого не срежут. И поехали они пахать ночью. Говорит, заглох трактор. Чего заглох? Мы ни фонарика, ничего, походили круговую, ничего не нашли. Утром приходим, говорит, дернул запускать, трактор завелся. А чего ты заглох? Пошли, под плугами находят вот этот камень. Неужели этот камушек мог остановить трактор? Посмотрели, а здесь именно наш православный шестиконечный крест изображен. И если был выдолблен, то сказали бы, что это люди сделали. А так вот, смотрите, как сваркой навален. Был такой отец Алексей Потолка в Каменце. Я пришел сюда в 1983 году. Даже распятия не было. Понимаете? Распятие это отдали из Каменецкого, не знаю, из какой церкви. Там очень много церквей было закрыто. Хоругви, вот эти знамена. Вот. Это... Лысковские ребята шли на японскую войну в 1905 году и сложились, и вы представляете, ни один даже не вот эти. Это было у нас на кладбище, сейчас оно католическое считается, была Мария Магдалининская церковь. Вот. Это были эти иконы в иконостасе. И в ту церковь проезжал император Александр II, с супругою через Лысково проезжали, пожертвовали икону по описи. Но где она? О, история умалчивает. Видите или нет? Хорошо. Сие Святое Евангелие, жертвенный вклад графа Ивана Ивановича Гор, память матери его, графини Екатерины Николаевны Гор. Ну, тут она не подписана, на памятниках подписано, что рожденная княжна Волконская. Упокой Господи души ее. 1906 июня 23-го. Местечко Лысково. Вот это такая память осталась. Храм построен в 1872 году. Само начало
Строительство было заложено в 1867 году. Вот, началось оно с того, что люди начали собирать стройматериалы, деньги на то, чтобы создать вот общину. Потому что само православие именно в этой деревне Смоленица, оно еще датировано даже 1821 годом. То есть в истории первоисточников указывается, что был деревянный храм, построенный в 1821 году. Вот, и здесь совершались богослужения, жил священник в этой деревне. Вот, и вот потом, когда храм был разрушен, пришел в ветхое состояние, вот решили построить хороший каменный храм для того, чтобы совершать уже богослужение. И вот именно, как я уже сказал, в 1867 году был заложен вот этот храм. Он был приписан к деревне Рудники, Покровскому храму. И вот благодаря трудам прихожан, благодаря трудам священникам, вот уже в 1872 году этот храм был освящен в честь памяти святителя Николая Чудотворца, вот, и приписан к деревне Рудники, к Покровскому храму. Вот, богослужения совершались здесь не постоянно, потому что священник служил и там, и здесь. Вот, и вот постепенно, со временем, очень мало, конечно, история указывает о том, как жил приход. Вот говорится только о том, что вот богослужения совершались нерегулярно. Вот, к сожалению, в времена хрущевские, в 1960 году, Смоленицкая церковь, вот эта, она вот одна из первых пострадала вот, в этой церковной репрессии. Она была закрыта, была разрушена. Вот, и так же самое в истории указания о том, были ли здесь клубы, склады какие-то, тоже нету. Вот, можно найти в интернете фотографии, где видно, как она стоит в полуразрушенном состоянии, вот, где только буквально немного стены из земли виднеются, растут деревья. Вот, и поэтому храм был в запустении, храм был почти буквально разрушен. Но благодаря прихожанам, которые постоянно таки хотели о том, чтобы храм был восстановлен, вот в 2004 году Пружанским райисполкомом вот, было разрешено вновь зарегистрировать общину в честь святителя Николая, вот, и дали разрешение на восстановление этого храма. Храм был установлен как памятник архитектуры, и в 2008 году он уже был вновь освящен. Вот было совершилось второе освящение этого храма епископом Брестским и Кобринским Иоанном. Был благочинный Пружанского района Михаил Моска и другое духовенство от Пружанского благочиния. С 2008 года, после освящения, он вновь был приписан к Рудникам, Покровскому храму. И вот уже с 2011 года вот этот храм, этот приход в деревне Смоленица святителя Николая Чудотворца является самостоятельным. Вот, был отправлен священник, это я, отец Александр Мелешко. Вот, и с этого момента вот, храм уже стал самостоятельным, основным, не приписан никакому другому приходу. И вот здесь уже начали совершаться регулярные богослужения. Восстановительных работ, конечно, было очень много, потому что с разрушением здесь не сохранилось никаких икон, древних никакой церковной утвари, ничего. И вот поэтому все пришлось как бы организовывать с нуля. В принципе, уже и сами люди тоже немножко отвыкли от богослужебной жизни. Вот, поэтому, как бы, можно сказать, что если храм является памятником архитектуры 1862 года, 19 века, все равно как бы свою основную историю, уже вот как бы современную историю, он начинает вот именно уже с 11 года. Вот, потому что когда начали регулярно совершаться богослужения, начались восстановительные работы уже как бы косметические. Были сделаны ремонты, внутренние, наружные, проведено отопление. Вот, ну и, конечно же, вот совершена была роспись стен. Вот это особое такое вот Божье благословение, потому что очень долго все к этому шло. Вот, очень долго мы, конечно, на это осмеливались, потому что работы, на самом деле, они очень трудоемкие и требовали очень много не только силовых затрат, но, конечно же, и именно материальных средств. Но, слава Богу, с Божьей помощью вот все это мы завершили. Роспись длилась, она, конечно, на протяжении 2 лет. Очень большой вклад внесли именно сами прихожане, потому что вот в основном все деньги, которые пошли на эту роспись, конечно, пожертвовали прихожане. Вот здесь в деревне живет одна женщина, вот у нее была мать, она постоянно, когда была здорова, все время посещала богослужение, храм. И вот когда она заболела, она уже была неходячая, вот, за ней эта дочка присматривала.
она собрала за свои пенсии очень большую сумму денег. И вот когда она умерла, она завещала все эти деньги передать на храм для того, чтобы вот написать какую-то икону здесь, для того, чтобы какая-то память не осталась. Ну, когда вот эта вот женщина принесла эти деньги, вот, она сказала, что вот у нас как бы на иконостасе, если видно, тоже сейчас уже писаны иконы. Вот, когда, после восстановления, когда я сюда пришел, здесь на иконостасе икон не было вообще. Вот эти вот большие иконы, 4 на дверях, на царских вратах, круглые, вот они были написаны нашими силами, но вот наверху 12 икон не было вообще. И вот как бы за эти средства вот они хотели написать эти иконы. Ну, потом, когда пришел сюда художник, который расписывал этот храм, он поглядел на это все и говорит, в принципе, говорит, за эту сумму можно расписать весь храм. Потому что написать все 12 икон, вот они будут не видны, их невозможно будет разглядеть толком, ну вот поэтому давайте мы рискнем вот такое вот дело. Сама архитектура храма, конечно, снаружи, она тоже является очень интересной, потому что как бы стандартной, продолговатой, прямоугольной формы. Храм является, впереди мы с вами видим колокольню трехъярусную, которая увенчана четырехскатной крышей с куполом. Но, к сожалению, в истории также самое упоминается, что был пожертвован 200-пудовый колокол сюда еще во время первого освящения, это еще в 19 веке. Но, к сожалению, после разрушения, после всего этого не сохранилось и неизвестно, где этот колокол находится сейчас. Поэтому сейчас пока наш храм еще без колоколов. Ну, конечно же, в дальнейшем будущем, надеюсь, что в ближайшем планируется, конечно, колокола приобрести. По периметру всего храма снаружи видно зубчатая резьба. Так же самое и сам храм тоже увенчан четырехскатной крышей с куполом, на котором виднеется сдалека крест. Видно, даже когда заезжаешь в саму деревню, то уже сдалека уже видно, где находится храм. Потому что храм находится на такой горочке, для того, чтобы было все сдалека видно. Ну и, конечно же, сосновый бор, который тоже является очень знаменитым, очень известным. Здесь обычно гнездятся аисты, прилетают, крики птиц в летнее такое и осенне-весеннее время. Порой даже перекрикивают хор. Находимся мы с вами в храме Воздвижения Креста Господня в деревне Зелень Пужанского района. Храм датирован 1878 годом. У храма очень богатая история, именно еще с самого начала. Вообще, в самой деревне Зельзин упоминается она еще очень в одних из источников еще в 1410 году говорится о том, что здесь была церковь, не на этом месте, а на другом месте. Но уже в 1410 году здесь служил священником. Затем вся эта история той еще древней церкви, она утеряна, ничего больше не известно об этом. Но уже этот храм начинает свою жизнь, начинает свою историю с 1878 года. Храм построен из камня. На строительство этого храма было положено очень много трудов самих прихожан. Все эти камни, все стройматериалы были собраны за средства именно людей. И уже когда осветился сам храм, то сама деревня Зельзин была очень большая. Было очень большое количество народа, очень большое количество населения было. И не зря эту церковь поставили на горе, для того, чтобы как-то подчеркнуть величие самого этого храма. Храм построен в виде корабля, потому что очень много храмов строится именно в виде ковчега Ноя, потому что это именно корабль, это место спасения, куда люди приходят, и благодаря молитве, благодаря благодати Святого Духа они спасают свои жизни. Поэтому храм построен именно в виде того ковчега, на котором Ной спас животных, свою семью от потопа. Сам храм, я уже сказал, что имеет очень богатую историю, и на протяжении всей его истории до закрытия поменялось очень много священников, я уже сказал, очень много народа храм посещало. К храму была приписана еще одна церковь, которая находилась в деревне Шейпичи, в 4 километрах отсюда. Но
из-за того, что церковь была деревянная, что-то в Шепичах, вот она в 1952 году была закрыта из-за того, что вот пришла в негодность, она разрушилась, и храм в Дерзине уже остался сам, как самостоятельный приход. Ну вот, к сожалению, так же самое в советское время, в 1962 году, так же самое храм этот был закрыт во время антицерковной пропаганды. И храм решили переделать под клуб. Этого не случилось. Зато этот храм был складом для колхозной продукции, зернохранилищем. Затем местный школьный директор водил сюда учеников для того, чтобы здесь проводить занятия по стрельбе. Это был как тир. И в итоге все равно люди, которые были очень близки к Богу, они все равно не смирились с тем, что храм закрыли, что перестали богослужение, что убрали священника, что общину закрыли. Все равно люди приходили сюда, ставили посередине храма столик, и читали Акафист святым по воскресным дням. И когда они возвращались назад домой, они уже считали для себя, что они уже даже побывали в богослужении, даже без священника, зато сами помолились в этой церкви. Постоянно здесь делали уборку, убирали. Я уже сказал, что храм был закрыт, но все равно он был довольно в таком чистом и хорошем состоянии. Конечно же, нашлись люди, которым это не нравилось. В итоге этот храм был спален. Его подожгли, и все, что было внутри, все сгорело. Стены остались каменные. Зато все деревянная конструкция, крыша, вся утварь, все иконы, все это было спалено и утеряно. Некоторые, конечно же, иконы сохранили. Они были перенесены в церковь Лысково, некоторые были перенесены в церковь Ружаны. И когда храм был сожжен, когда остались только одни стены, то, в принципе, история храма уже на этом и завершается, древнего храма. Но конечно же, в 90-х годах, когда вновь разрешили открывать церкви, сразу же все верующие люди, которые посещали богослужение, они сразу же спохватились и решили восстановить эту общину. И уже в 90-м году была вновь зарегистрирована община в честь воздвижения креста Господня. И за восстановление этого храма взялся священник отец Виктор Боковец, который нынче служит в городе Слониме. И он вместе с прихожанами, с приближенными, с людьми со всеми начал храм восстанавливать. Все средства на восстановление, на крышу, на стены, на штукатурку, на все остальное, конечно же, собирали опять же люди. Очень много жертвовали, сами это все делали, сами проводили ремонтно-строительные работы. И уже к 1993 году храм был полностью установлен. Он был освящен митрополитом Филаретом, патриаршим Зархом всей Беларуси. И храм вновь возобновил свое богослужение. Он был самостоятельным приходом, но, к сожалению, как и бывает во всех деревнях, люди все-таки умирают, деревни становятся меньше. И уже в 1996 году храм уже становится приписным. Его приписывают к храму в городке Лысково. И настоятель один тоже, Александр Богданович, он служит и в Лысково, и здесь. Затем сюда направляется священник с агрегородка Мокрая, Александр Сей, и также сам храм уже приписывается уже к тому храму, который находится в Мокром. И затем уже с 2011 года этот храм приписывается уже к деревне Смоляница, к Николаевскому храму. Храм постоянно уже из-за малого количества людей становится постоянно приписным. Но все равно в храме постоянно совершается богослужение, постоянно приходит народ, постоянно совершаются требы. Храм поддерживается в достойном состоянии, постоянно проводятся какие-то ремонтно-строительные работы. Недавно, благодаря жертве организации Брестэнерго, была выложена дорожка плиточная, потому что хозяйство Зеленевича, оно является филиалом, поэтому Брестэнерго выделил деньги на это. Также сам будет частично заменен половое покрытие. Современная жизнь прихода, она уже не такая богатая, как была раньше, потому что все-таки, если раньше, когда еще в начале деревня Зельзин была большим поселением, и именно строительство храма в этой деревне было актуальным, то сейчас, к сожалению, уже жителей самой деревни Зельзин можно пересчитать на пальцах. И поэтому расположение храма само уже неудобно, потому что все остальные деревни находятся очень далеко. И за счет этого не очень большое количество приходит, конечно,
храм людей. Вот. Как я уже сказал, что некоторые иконы, которые были еще в старом храме, еще до его разрушения, вот они сохранились, как в Лысково, как в Ружанах, они вот были перенесены сюда. Вот, конечно, чудотворных икон здесь нету, но все равно древние иконы, еще с тех времен, старые, они вот на храмах, на стенах храма присутствуют. Вот поэтому все верующие, кто сюда приходят, они еще там, даже некоторые вспоминают, приходят, что вот я вот еще ребенком сюда приходил, вот эту икону видел на этом месте, эту икону видел на этом месте, вот еще какие-то воспоминания все-таки у людей остаются. Вилла Белословского. Вот икона примерно датируется 19 века, тоже древняя икона, очень чтимая в этом храме. Вот. И эта икона во время еще того времени, когда храм был не разрушен, она была перенесена в храм Лысково. И вот благодаря тому, что вот там храм не закрывался, вот эта вот икона, она сохранилась. И вот потом, когда уже храм восстановили, когда уже вновь возобновились в нем богослужения, вот эту вот икону вот вернули обратно в эту церковь. Колокола, которые вылиты специально для этого храма в деревне Зельзин Крестовоздвиженского в 1879 году. Вот еще даже на этих колоколах есть вот выпито, вот эта дата, выпито, что выливалось для села Зельзин в Волковыской губернии во времена императора Александра II. Вот на средства прихожан и местного священника Радкевича. Вот один колокол большой, 20 пудов, вот, который именно для этого храма выливался. Ну и также самое рядышком еще висит и колокол поменьше. Вот этот храм, этот колокол, который поменьше, вот он выливался для приписной церкви, которая находилась в деревне Шейпичи. Но вот так как тот храм был разрушен, вот, пришел в негодность, он был закрыт, вот этот колокол перенесся сюда. Вот, по некоторым источникам говорится, что был еще и третий колокол, также самый вылитый для деревни Зельзин. Вот под него на колокольне еще даже есть место. Вот, но после разрушения храма, после восстановления, вот, к сожалению, вот эти вот два колокола удалось найти, где они находятся. Вот некоторые, один из них был в Ружанах, другой еще в каком-то приходе. Вот, ну а третий колокол, вот, к сожалению, вот, найти не удалось. И неизвестно, где он сейчас находится. Ну, слава Богу, что хотя бы вот два этих колокола, они вернулись в этот храм.